Тут и в Москве стартуют переговоры, которые снова дают шанс мирно разрешить ситуацию на украинском юго-востоке. Уже на пути к Кремлю Ангела Меркель и Франсуа Олланд. Что предложат коллеги российского президента? Будет ли их план принципиально отличаться от того, что Путин выдвигал еще в середине января? Ждет встречи, которая может оказаться судьбоносной для Донбасса и Киева. Алексей Лазуренко, передаем вам слово, коллега. Да, коллеги, действительно, примерно в 6 часов вечера в правительственном аэропорту Внуково-2 сел самолет Ангелы Меркель. Еще через несколько минут туда же прилетел Франсуа Олланд. И вот теперь в эти минуты кортежи действительно движутся в сторону Кремля, приближаются уже к нему. А здесь их ждет Владимир Путин, который ради встречи отменил все запланированные на сегодня у него мероприятия. В службе протоколов обоих гостей говорили о том, что ночевать в Москве они не планируют. Ну а вот то, сколько продлится их встреча с Владимиром Путиным, сейчас, по-моему, загадывать, конечно, не будет никто. Напомню, накануне Олланд и Меркель общались с Петром Порошенко примерно 5 часов именно в Киеве и презентовали лидеры Франции и Германии свои новые мирные инициативы. Вот теперь Москва, где эти инициативы, в общем-то, как говорят источники, сразу в нескольких государствах и зарождались. Якобы Владимир Путин в телефонных разговорах с Меркелем и Олландом не раз предлагал свои инициативы по разрешению конфликта на Украине. Лидеры Европы дополнили их своим видением и вот повезли сначала в Киев и теперь в Москву. Такая вот челночная дипломатия. Но в чем заключены эти инициативы, до сих пор доподлинно неизвестно. Накануне в Киеве Меркель и Олланд отказались от общения с прессой. Вот теперь журналисты всего мира гадают скорее. И вот кто-то пишет о том, что в их арсенале сразу несколько мер, которые позволят перевести украинский кризис вот в такой некий замороженный конфликт по типу Приднестровского. Якобы говорят о том, что в Киеве вчера поднимался вопрос о введении миротворческого контингента на Донбасс. Но вот позиции Москвы остаются прежними. Сейчас первостепенно прекратить огонь, определиться с линией разграничения, отвести от нее тяжелую артиллерию, которая бомбит мирные районы. Но для этого нужно, конечно, посадить в первую очередь Киев и Донецк за стол переговоров, а значит, возможно, ополченцам нужно придать какой-то особый статус. И вот якобы гости к этому тоже готовы. Ну, посмотрим, сколько продлится, а главное, чем закончатся сегодняшние переговоры в Кремле. Коллеги. Да, спасибо. О предстоящей встрече глав России, Германии и Франции по урегулированию донбасского конфликта в прямом эфире рассказал Алексей Лазуренко.